Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Итак, мы начинаем. Буквально пару месяцев назад вышла в свет книга кандидата филологических наук Тамерлана Салбиева «Идеологема жертвенности в творческом наследии Костахи Тагурова», приуроченная к 125-летию сборника стихов Ирон Фандер Беловой «Автограф». Путь к этой книге был нелегким. Газетные публикации, документальные фильмы. Важнейшим этапом стал выход книги «Коста. Моление о чаше». Презентация проходила в Москве в рамках празднования 1100-летия крещения Алании и была приурочена к 163-й годовщине со дня рождения Костахи Тагурова. О творчестве гения, о востребованности поэзии Коста сегодня говорим с автором изданий. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Ну вот хочется об этой книжке поговорить «Идеологема жертвенности». Как она появилась, почему вы решили создать эту книгу? И, насколько я знаю, еще и в прошлом году уже были, да, какие-то публикации? Да, дело в том, что Коста меня сопровождает всю мою жизнь. Да. И, первая статья около 15 лет назад была? Да, первая статья 15 лет тому назад вышла. Но интерес, он возник, конечно, гораздо раньше. Вот, известно, что Василий Иванович Абаев, общаясь с людьми, вырабатывал, значит, у него впечатление о них складывалось в зависимости от того, как они относились к Костахе Тагурову. Он написал о них, о Коста 3 статьи, и вот в одной из этих статей он пишет, что Коста до сих пор не понят. И я призадумался и попытался вот как бы найти ответ на тот вопрос, который Василий Иванович поставил. А вот сегодня этот вопрос можно тоже поставить, что Коста и сегодня до конца? Да, совершенно верно. Да? Дело в том, что Коста изучают в рамках литературоведения. А он и как личность, безусловно, по своему масштабу, и как мыслитель, и как, в том числе, поэт, он выходит за рамки литературоведения. И для изучения его творческого наследия необходим историко-культурологический подход. И в рамках вот этого подхода становится понятно, почему Коста стал национальным символом осетин. И почему он невероятно актуален сегодня. Все дело в том, что творчество Коста приходится на конец XIX века. Это период, когда осетинское общество, социум, находилось на этапе перехода. И этот переход был от патриархальных отношений, да, к отношениям уже гражданским, правовым, от культуры этнической к культуре национальной. И вот в рамках этого перехода естественно стала проблема модернизации, обновления социума. Но при этом нужно было эту модернизацию осуществить не в области технологической, да? Вот появляется промышленность, индустриализация, электричество, трамваи запускают. Это вот научно-технический прогресс. А нужно было совершить модернизацию в области культуры и общественной идеологии, общественного сознания. И нужно было это сделать таким образом, чтобы, обновляясь, общество при этом оставалось самим собой, сохранило связь с корнями, не утратило свою самобытность. И вот эта сверхзадача им тогда была успешно решена. Причем он не был вот таким одиночкой. Сама эта проблема была уже поставлена в общественную повестку дня. И те, кого мы называем просветителями Осетии, они как бы предлагали свои программы. А вот главная отличительная черта Коста заключалась в том, что в качестве механизма
имплементации, то есть претворения программы в жизнь, он выбрал стихи. Вот его современники, да, они свои программы как бы в классическом виде оформляли. То есть писали, вот программа, пункт такой-то, пункт следующий и так далее. А Коста понял, или интуитивно у него это произошло, да. Он эту программу предложил явочным порядком в виде сборника стихов. И фактически этим сборником он совершил переворот в сознании. Он показал, как можно двигаться вперед, при этом оставаясь верным, ну, скажем так, заветам отцов. Но вот в этих сборниках ведь много, ну как сказать, таких вот страданий, что ли, да, страданий, какой-то негатив. Вот вы говорите, что сегодня это тоже актуально, то есть его творчество, оно сегодня актуально. У нас молодежь, как мне кажется, немножечко, вообще вот куда мы идем, да, немножечко уходит и от негатива, и от чего-то. У нас появляются коучи, психологи, которые говорят, ну вот меньше вот этого читайте, больше позитив, позитив. Вот как Коста сегодня актуален в нашем современном мире? Мы сейчас находимся на очередном витке историческом. Нам опять нужно осуществлять модернизацию. И поскольку у нас уже подобный исторический опыт есть, то было бы полезно на этот опыт опереться. Да. Теперь речь идет не о том, чтобы до каждого молодого человека довести программу, которую предлагал Коста. Она должна присутствовать в культурном пространстве, в поле. Для этого нужно эту программу раскрыть. И вот, собственно, то, что я считаю своей главной заслугой, что программа Коста сводится к 5 пунктам. Так. В центре этой программы находится идеологема жертвенности. Вот давайте по этим 5 пунктам пройдемся. Эти пункты, они соответствуют главам этой книги. Из этих 5 пунктов 2 пункта, они прогрессистские. Да, то есть они устремлены в будущее. 2 пункта, они консервативные, которые обращены в прошлое. И один из них, он центральный, узловой, который все эти пункты как бы сводит. Да. При этом, вот возвращаясь к вашему вопросу о том, как молодежь должна к этому относиться. Одно из достижений важнейших Коста Хитагурова в том, что он показал право личности на собственную судьбу. И это в том числе он показал на собственном примере, потому что отец ведь ему предлагал стать военным, уверенный, что именно вот эта карьера военного, она обеспечит ему положение в обществе, достаток определенный. А он вывел личность из вот этих патриархально-родовых отношений, где коллективное начало превалирует над индивидуальным. Теперь сама программа. То, что касается его пунктов, обращенных в будущее, они связаны с такими полувозрастными категориями, которые присутствовали в традиционном обществе. То есть первый, ну условно первый, да, пункт, обращенный к молодежи, к молодым. Просвещение. Надо учиться. Второй пункт, значит, обращенный к женщинам. Эмансипация. Женщина должна раскрыть. Если вот к мальчикам как бы ясно, что надо получить доступ к образованию, учиться, то эмансипация женщины предполагает гораздо более такое широкое по своим последствиям развитие. Это то, что будущее. То, что касается прошлого, то это вот такой приоритет важнейший, это верность старшим. Вот отец, представитель традиции, он пишет, что
в очерке Особа, что он был представителем вот той эпохи в истории Осетии, которая уже, значит, ушла. Но у него же стихотворение... Верность и уважение, да, к старшему? Безусловно, да. А еще в большей степени вот эта связь с прошлым, она проявляется в представлении о необходимости сохранить связь поколений. То есть вот самый яркий пример – это Хеток, то есть предок. Отец – это живой, это старший, с которым он непосредственно общается. А Хеток – это вот предок, который, значит, исторический. А такой центральный пункт – это пункт, обращенный к его ровесникам, то есть к поколению, к которому он сам себя относил. Это те, кто должен взять на себя ответственность за происходящее. Это вот приоритет, который заключается в необходимости исполнения долга. Ну и ответственность за свою судьбу, наверное, и жизнь тоже в том числе. Безусловно. И оказывается, что вот все они, вот все эти пункты его программы, они в качестве духовно-нравственного императива. Да? Почему? Почему надо вот слушать старших? Почему надо сохранять связь поколений? Почему надо долг исполнять? Это все связано с идеологемой жертвенности. И эту идеологему он находит в традиции в осетинской. То есть он как бы для себя открывает, но здесь опять его ведет язык. То есть он в языке находит вот эти смыслы, и он их актуализирует. Вот, его программное стихотворение «Наштван», оно ведь начинается, значит, с каких слов? «На пармен, кад юдам мажарок». Вот это «барен», да, «прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей». Это «барен» нельзя воспринимать в таком бытовом смысле. Дело в том, что осетинский речевой этикет, да, он предполагает, что должна существовать особая форма приветствия, используемая во время так называемых пувдов, да, этих ритуальных обрядовых пиров. И когда встречаются, то вот форма приветствия не говорят, да, вот «табон хор», «тарайшон хор», а говорят «барштковдот», «барштковд». То есть, чтобы вот этот наш пир, да, или молитвенный пир, чтобы он был во искуплении, чтобы он тоже, вот так же, как и эта форма барен, чтобы он тоже был обращен с просьбой о прощении, но только к высшим силам, к небу. И здесь иногда часто ссылаются на то, что по-осетински барен значит взвешивать. Да? Совершенно верно. Но дело в том, что Фемида, как известно, да, у нее две характерные такие черты. Повязка на глазах, да, беспристрастность. И второе – это весы, да, на которых она взвешивает как раз вот степень виновности. И поэтому идея вины, она неотделима от идеи ее весомости, значимости или тяжести. Да, вот в русском языке мы тоже легко находим слова, которые объясняют, вот, раскрывают эти смыслы. Вот если вернуться чуть раньше и говорить о книге Коста «Моление о чаше», она была в прошлом году, да, да, выпущена.
что предваряло выпуск этой, какая ситуация? Вот я, насколько знаю, поправьте, если это не так, в Осетию, когда приехали эксперты с питерского Эрмитажа, была, значит, глядя на картины Костахи Тагурова, там какой-то вопрос в глазах был, Да, да? был немой вопрос в глазах, немой и, в общем, даже ожидаемый. Потому что мы сами нередко, мы думаем, что Коста – это такая фигура, ну, отчасти искусственная. То есть вот Есть такая нужен был мысль. просветитель. Да. Есть такая мысль, что в то время никого не было, но вот был Коста и... Да, у всех его народов есть назвали. просветители, и вот нам тоже Однозначно. нужен, да, был такой. Но дело в том, что вот сегодня нужно как бы показать глубину того наследия, которое он оставил, масштаб его личности. И для этого все его творческое наследие, вот, собственно, то, что я пытаюсь делать, нужно рассматривать в таком неразрывном единстве. И в этом смысле живопись, она оказалась в каком-то смысле даже ключом, в том числе и к сборнику его стихов. Не случайно он же сам делал рисунки, да, вот если вы когда-нибудь видели, то... Видела. А можно сказать, что вот о его живописном таланте мы его чуть недооцениваем? Надо понимать, что он никогда не будет, как художник, стоять в том же ряду, Да. вот, что и Леонардо да Винчи, да? Хотя Александр Фадеев и сказал, что это, значит, Леонардо да Винчи осетинского народа. Но дело в том, что помимо чисто искусствоведческого подхода, существует еще историко-культурологический, о котором я говорил. И в этом смысле Коста, я специально консультировался с искусствоведами. Не случайно один из рецензентов вот этой книги – это Залина Тетермазова, специалист, который работал и в Пушкинском музее, и сегодня работает в Государственном историческом музее. Мы ведь прежде всего живопись воспринимаем как сугубо реалистическую. Но это верно. Затем был сделан следующий шаг. Стало понятно, что его живопись, она несет, безусловно, в себе и следы романтизма. А если мы вспомним эпоху, да, в которую он жил и творил, и что он учился на одном курсе с Врубелем и Серовым, то становится понятно, что есть все основания видеть в том числе и символизм. И вот эта символика, да, и само течение символизма, оно позволяет ставить вопрос о метафизике. То есть в его живописи ясно прослеживается присутствие абсолюта, божественного начала. Он же не случайно был иконописцем. И это божественное начало, оно присутствует в виде света. Этот свет может быть предрассветный, либо это свет, который преломляется вот отражается снежными вершинами, он проходит через сосновые рощи, которые вот растут высоко в горах, и так далее, и так далее. И следуя этим путем, очень многое открывается. И вот этот портрет сказителя Кубады, да, который он вынес на обратную сторону обложки, фактически Кубада – это то, что в литературоведении называется протагонист, то есть альтер-эго, да, лирический. Вот он свои основные мысли вкладывает в его уста. Опять же, в силу какой-то инерции, вот песня, да, Кубады Шардей Жемагой, она звучит в таком мажоре, оптимистично, а песня-то трагическая.
зимой, летом, вот в этой шубе своей, никому не нужный, слепой. И родился он уже, Кайдар Захалжат, Магурай Бажат, Яшал Бандурал, Кадам Юбафтет, Умью Факафет, Карзына Мурал. И вот ему в уста он вкладывает вот эту формулу, которая представлена в этой книге. Фалана Амонд, она Шарневон, Нахашабира, она Ахошей, Фияу Фошей, Нахашабирах. Счастье не может длиться, если нет жертвенности. Не утащит волк овечку из стада пастуха без причины. И вот сама эта уже словесная формула, да, шарневонд, она дальше находит у него претворение. Башты шарвалтау на каламатуг, не проливаю я кровь. И эта жертвенность, она во имя любви, когда мать качает младенца и говорит, «Уршварактенон, омабон», чтобы стать мне жертвенной овечкой для тебя, значит, мое ты солнышко. Он сам обращает слова любви и говорит, «Тахуда нурва кашарай». Хазарунта, вашарвалтау машар. Но в этой жертвенности и много почему-то пессимизма тоже, да, в этих грусть – это основа, это начало философии. Всем известная гравюра Дюрера «Меланхолия». Не случайно считалось, что только грусть, она наводит человека на размышления. Тому, кто весел и бодр, тому не досуг предаваться каким-то рефлексиям. А вот в какой момент Коста пишет стихотворение, в какой момент он переходит к картине? Да, он сам об этом. Очень интересный фрагмент его наследия – это письма. Они читаются просто как герой нашего времени Лермонтова. И слог, и события, и они искренние, эмоциональные. И в этих письмах он прямым текстом говорит, что пишет стихи только когда испытывает какую-то эмоцию. Положительную или отрицательную? Или только да, эмоция. грусть? Да. Когда вот его чувства как-то задеты. Но когда эмоция слишком сильная, то слова не идут. И тогда он садится и начинает рисовать. И вот если как бы это замечание принимать в расчет, то даже те картины, которые он писал на заказ, да, даже в них вот эта эмоция, эта мысль, она присутствует. И она очень яркая, глубокая. И при этом в его картинах есть еще и ирония. Вот известная картина «Варка Араки». Да, она же очень ироничная. Там 3 женщины. Значит, старшая – это, видимо, Овчин, да, хозяйка. Старшая из женщин, та, которая сидит непосредственно перед ней, которая наливает ей. Действительно, они пробуют араку на крепость. Да. Она, судя по всему, невестка. Ченс, да. А та, которая спряталась, у которой глаза округлились от ужаса, да, это, видимо, внучка, то есть дочка вот этой невестки. Она первый раз вот эту сцену наблюдает. И в этой сцене, там, она же такая жанровая картина, там старшая вот этой своей невестке тоже предлагает попробовать. Но та отказывается. Да. И это вот вызывает как бы человека, который знаком с традиционным астинским бытом, это не может не вызвать улыбку. Да. И там вот как бы от самой картины идет этот запах этого сусла арачного. Да. Вот изучая Коста в средней школе, там, в вузах, да,
что-то читаем, что-то знаем, но тем не менее, вот я сейчас понимаю, что не до конца мы все-таки понимаем, да, Коста, не до конца мы многое чего и не знаем, и не понимаем. И вот в 30-х годах, насколько мне известно, и его творчество подвергалось такой, ну, и необоснованной критике. Дело в том, что Коста религиозный философ. Да. И это не могло не отразиться на его восприятии. Государство было атеистическим, и совершенно как бы закономерно, что... Да, религиозно настроен был, да? Да, это вообще, видимо, особенность традиционного миросозерцания заключается в том, что основа религиозная, метафизическая. Там вот эти его мысли о смерти, да, вот «Шонан в Шермайхаузе», что знаю, что вот будете плакать только из стыда. То есть он думает о потустороннем мире. Фандара, Штфербаштана, Хусау Масама и Валдон, Мартыден Хайузен Занате и Воловул Бажайзен Данов. То есть вот эта тема перехода в иной мир, да? Но за этим стоит такое сложное восприятие жизни. Основные вопросы бытия, даже если их как бы задвинуть в сторону, они же не перестают существовать. И человек все равно будет искать на них ответы. Да. Вот эти книги сегодня вообще где-то можно их приобрести? К сожалению, это сигнальные экземпляры. Да, это Владикавказский научный центр, вот, значит, решением Объединенного ученого совета. Анатолий Георгиевич Кусраев, научный руководитель, он поддержал. Да. Вот вышли сигнальные экземпляры. И я рассчитываю, что со временем будет и тираж. Но поскольку мне хочется делиться, я вот прошлым летом провел, да, такая возможность была, Институт усовершенствования учителей, с учителями остинского языка. Значит, я прочитал несколько лекций. Есть фильмы документальные, есть газетные интервью. В любом случае, эти наработки, да, по большому счету, это Слушай, ну это должно быть в каждом учебном заведении. Ну, все должно как бы отстояться. Да? Да, да. Это новые технологии, нужно время. Я это тоже понимаю. Понимаете. Да, время должно как бы проверить, насколько это состоятельно. Да. Спасибо. Что дальше? Есть в планах еще какое-то? Да, дело в том, что процесс не прекращается, потому что оказалось, что этот подход, судя по тому, что вот процесс идет дальше и дальше, сам подход правильный. И поэтому, когда я, допустим, эту книгу закончил, следом у меня появились новые идеи, и я продолжаю как бы материалы по Коста, продолжаю публиковать. И мне хочется это делать и дальше, потому что это дает такую радость открытия, радость приобщения к тайне. И он по праву занимает вот это ключевое место в истории Осетии нового времени. Фактически 20 век осетины жили по предложенной им программе. Она не была сформулирована, она была введена в общественное пространство через сборник стихов. И тогда это сработало. А вот сейчас, даже если правильные идеи есть, не совсем понятно, как их делать общим достоянием. И как сделать так, чтобы эти идеи были восприняты. Он же это все делал на личном примере. Вот эта идеологема жертвенности, она стала для него духовно-нравственным императивом. Он именно так и прожил жизнь, как
предлагал. Как и предлагал, как и писал, да. Спасибо вам большое. Вот вы говорите о радости, о чувствах. У нас радость от общения с вами. Благодарим Спасибо. вас, что за интересную беседу. Всегда вам рада в нашей студии. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. У нас реклама, не переключайтесь, далее продолжим. Продолжаем эфир. Многие российские университеты, в том числе технические, уже заполнили бюджетные места. К началу августа по правилам приемной кампании издаются и публикуются последние приказы о зачислении. О том, какие вузы лидируют в стране среди молодых людей, чем живет столичная остинская молодежь, говорим с гостями в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Но для начала расскажите ваш приезд, с чем связан. Добрый вечер. Елизавета, с вас давайте начнем. Спасибо за то, что позвали. Мы приехали с Москвы, чтобы встретиться с абитуриентами, рассказать про наши проекты, про молодежное представительство. У нас сейчас очень такой насыщенный год предстоит, учебный, поэтому наши ребята, активисты, приехали рассказать о себе, как они реализовывались. Они уже кто-то закончил, кто-то на 3-м курсе. Поэтому мы познакомились, рассказали о наших проектах. Так, какие проекты это были? У нас в основном проекты нацелены на нашу культуру остинскую. Самое важное, наверное, это уроки остинского языка, которые проводятся абсолютно бесплатно. Для тех, которые проживали в Москве, у нас есть очень много ребят, у них корни остинские, но они в Москве родились, поэтому они учат язык с нами, с нуля. То есть те люди, те ребята, молодые люди, которые поступили сейчас в Москве или в Санкт-Петербурге, да? Или в Краснодар. Да, они могут обращаться к вам по каким вопросам, в какие моменты? Проект «Один поняла». Что еще и как вас находить? Во-первых, находить нас в соцсетях. Мы везде есть, молпредство. Если кому надо, подписывайтесь, мы все там публикуем. Мы им помогаем с поступлением, рассказываем... То есть, что такое помогаем с поступлением? Расскажу. Мы им рассказываем, как правильно вступить в такую студенческую жизнь. Ага. Да, у нас в каждом вузе есть остинское землячество. То есть они поступают, мы сразу их добавляем в группу, и они знакомятся сразу с остинами в этом вузе. И там есть в каждом вузе представитель. Вот, например, Рустам, я думаю, он подробнее расскажет про эту деятельность. Он у нас представитель остинского землячества в МГЮА имени Кутафина. И вот он расскажет про свою деятельность, да, подробнее? Да, добрый вечер всем. Я на протяжении 3 лет являлся председателем остинского землячества в университете имени Олега Емельяновича Кутафина. Это ведущий юридический вуз страны. И на 2-м курсе, будучи еще на 1-м курсе, взрослые люди, которые там занимали пост председателя, они уже решили, что на следующий год буду председателем я. И на 2-м курсе, будучи, я уже стал председателем. В чем заключается эта работа? То есть якобы ты находишься в Москве, но на самом деле тебе кажется, что ты из родной Осетии никуда не уезжал на самом деле. И тут остинская речь, и тут остинская речь. И на душе бывает очень тепло, очень уютно, атмосферно. И это очень многого стоит, когда вы большим коллективом, дружным коллективом, достойно, как вот полагается, представляете свою культуру и свою родину вдалеке, потому что тут там лицо нашего народа. Да, согласна. Согласна. Осетия. Ну и что еще происходит внутри этого? Допустим, на протяжении года учебного у нас бывают разные мероприятия, и с этого года у нас даже ввели такой, грубо говоря, закон, что каждое землячество в год 1 раз должен сделать свой праздник. Должно, да. И мы сделали, соответственно, у нас 17 марта был праздник День Алании, в ходе которого мы грубо говоря, всему университету подготовили такой большой стол, номера, то есть мы станцевали массовый танец щимт, стол на подготовили. столах, естественно, 3 пирога. 3 пирога, 3 ребра обязательно, остинское пиво обязательно и символически соки Бавария, грубо, да, вот так вот. Поэтому стараемся как-то досуг свой проводить, разнообразие, да, помимо учебы еще и спортом заниматься и как-то заниматься культурными делами. Суслан, как у вас обстоят дела? Я как представитель другого вуза, РАНХИКС, при президенте Российской Федерации, у нас тоже есть свое землячество остинское, в которое может вступить каждый первокурсник.
То есть они приходят, мы тоже их выискиваем по спискам поступивших, и потом уже проводим в сентябре традиционно встречу с ними, чтобы познакомить с жизнью в вузе, там, помочь им адаптироваться в учебной жизни, во внеучебной жизни. Также, тоже, как рассказал Рустам, у нас есть мероприятия, связанные с фестивалями культур. У нас называется «Калейдоскоп культур», на котором традиционно тоже все национальности, которые учатся в академии, они рассказывают и транслируют свою культуру. Но это когда уже студент, уже он поступил, да, Да, абитуриент да. поступил, он стал уже студентом вашего вуза. А вот бывает так, что к вам обращаются будущие студенты, Да, вот, бывает. то есть, ну, помогаете ли вы им и с какими вопросами помогаете, с какими чаще всего Ну, обращаются? расскажу на своем опыте. Тоже были вопросы, где можно остановиться, где найти жилье. Если вуз не предоставляет общежитие, то какие есть альтернативы. Тоже на примере РАНХИКС обычно им привожу примеры, рассказываю, что, как. Насколько я знаю, вот какое-то время назад тоже и молодежное представительство помогало с этим всем. Сейчас мы немножко так остановили эту деятельность, потому что проблемы небольшие с ним. Ну, в целом, с поиском жилья для первокурсников. Вот, но тоже можем проконсультировать, помочь, дать совет, как, где и как выгодно найти жилье. Я еще немного добавлю. У нас есть очень много активных ребят, 9-10 класс. Они нам пишут в наши соцсети и говорят, вот мне интересно вот эта деятельность, эта профессия, подскажите, вот куда поступить, в какой вуз Вот именно. да, какие сегодня лидируют направления? Да, у нас в основном лидируют СМИ сейчас, журналистика, юридические вузы, госслужба у нас очень сильно развита. Также у нас дизайнеров очень стало много, творческих профессий, музыканты, медиков вообще очень много. Они так дружно в Москве держатся, вы не представляете, их очень много. Они часто собираются, у них такая своя какая-то атмосфера медицинская, они понимают, о чем они говорят, они сидят там, лекарства, не лекарства, что новое, где вы были, на какие опыты вы проводили. Я такая на них смотрю, ничего не понимаю, но очень интересно. Поэтому у нас очень много разных направлений, и ребята пишут и спрашивают, в какой вуз поступить. А можно сказать, что вот, ну или какую-то там статистику, может быть, небольшую, что вот в прошлом году и в этом году, да, какое направление какие увеличилось, вузы? да, а какое чуть спать пошел? За 2 года очень сильно увеличился дизайн. Очень многие А стали... почему, как вам кажется? Мне кажется, потому что востребованная профессия и... Сегодня востребовано, да? Да, все равно связано, все то, что связано с IT, оно становится очень популярным, поэтому ребята выбирают дизайн, программирование тоже многие выбирают, бизнес-информатика. Ну, я добавлю то, что и юридически не хромает. На самом деле очень много каждый год вот поступает из Осетии, потому что на протяжении вот 3 лет с каждым годом просто число увеличивалось. То есть нас, грубо говоря, сейчас в нашей диаспоре больше, чем 200 человек. Но главное, чтобы потом, когда вас выпустят, вы были востребованы. Востребованными, да, чтобы мы... Нет такой вот опасности, что все-таки юристов даже у нас здесь в республике какое-то время их было очень-очень много, но работы не было для всех. Ну да. Есть такое, да? Имеет место быть. На самом деле, насчет дизайна, еще одна очень популярная — это СМИ. Да? Вот как вести соцсети правильно, это сейчас очень востребовано. Каждый продукт, каждый предприниматель ищет очень грамотного специалиста по маркетингу. Поэтому теперь все идут туда, заканчивают курсы, некоторые просто... Вот я не знаю, как такой поток пошел. Но это же журналистика, правильно? Журналистика, То есть, реклама, связь с журналистика. общественностью. Пиар еще. Да. Да, они отделяют, там уже нет такого, что в одно крыло. Они прям отдельно принимают знания по соцсетям, продвижение, маркетинг, все. Вот сегодняшнее мероприятие, если вернуться к нему, у нас есть и видео с этого мероприятия. Это вот единственное или что-то в планах еще? В планах, конечно, у нас каждый год проводится встреча с первокурсниками в Москве. В этом году еще в Питере пройдет и в Краснодаре. То есть ребята, которые поступят, они чуть-чуть себя хорошо почувствуют. Мы их найдем по спискам, добавим в группы. Если кого-то не добавим, они нас сами найдут. И мы там сделаем встречу, где уже представители. У нас там бывает больше 200 человек. Сегодня, конечно, было 30, потому что кто-то написал, что они в Москве решают вопросы с поступлением, кто
кто-то с родителями на отдых поехал, поэтому сегодня так мы были в маленькой какой-то семье, так скажем, небольшой, но тоже очень классные ребята, они еще подтянут своих одноклассников, это как сарафанное радио, поэтому будут встречи. Спасибо вам. Вот вы сами учитесь в вузах, в столичных вузах. Вот в чем преимущество учебы в столичных вузах от регионов? Можно Да. я расскажу? Да. Опять же, на своем примере, в том, что в целом преимущество в том, что в Москве есть возможности для развития себя как личности в сфере молодежной политики, в сфере, в общем, в том, в чем здесь немножко хромает еще и немножко отстает. Условно говоря, там молодежные организации немножко перерастут уровень. Они востребованы, эти Они молодежные востребованы, организации? да. Для чего они нужны молодым? Во-первых, они несут социальный статус, потому что они помогают, если это приезжие студенты, то им помогают в адаптации, уже в процессе их обучения, их студентов отправляют на различные форумы, приглашают на лекции. То есть можно прийти бесплатно послушать что-то полезное и что-то нужное. Потом это здорово помогает в карьерном становлении. То есть за счет участия в этих мероприятиях ты собираешь свое портфолио. И потом уже придя к работодателю, ты можешь перед ним поставить портфолио и сказать, вот, у меня такой-то, такой-то опыт, вот поэтому я лучше, чем другой кандидат. А есть возможность, что этот работодатель будет здесь, в Осетии? Да, вполне. То есть планируете вы, да, видите ли вы свою работу, свою профессию именно на малой родине? Я отвечу, так как я вернулась в марте в Осетию. Так. Я закончила обучение в Москве, и у меня было принципиально закончить вуз и вернуться к себе на родину, и планирую развивать тоже наше молпредство здесь. То есть я уже тут осела и буду смотреть, как развить нашу деятельность в рамках Осетии. А вот какие мероприятия необходимо здесь, вот вам, как кажется, организовывать? Мне кажется, больше выездные, потому что от официоза немножко ребята Выездные устали. куда? За город, горы. Ну, то есть в пределах республики. Там, где нету связи, там чуть-чуть интернет хромает, и там, где уже вы говорите тет-а-тет, а не по телефону общаетесь, там, где нет уже официально камер, где нет костюмов, вы уже чувствуете себя свободно, и не хватает такой теплоты, как раньше у нас особо не было такой медийности, и мы просто ходили, мы везде толпами ходили. Это было буквально 18-й год. Сейчас все так сами по себе, себя выложили, и мне не хватает... Ну, пандемия повлияла на всех, да, поэтому не мы хватает сами по себе. какой-то сплоченности. Поэтому будем над этим работать. А вот когда вы собираетесь вместе, наверняка удается говорить о каких-то проблемах, которые волнуют молодежь. И как вам кажется, какие стоят особого внимания? Но сегодня тоже об этом, кстати, говорили с ребятами. Им не хватает какой-то активности. То есть все мероприятия, которые проводятся для молодежи, они тоже нужны патриотические, направленные на остинские праздники. Но вне этих праздников нету каких-то молодежных форумов, может. Фестивалей. Да, фестивалей. Есть, но, может быть, не в таком количестве. Да, не в таком количестве. Да, Рустам. Да, но вполне возможно, да, что, может быть, не в таком количестве имеются такие возможности, фестивали, грубо говоря, как уже сказала Елизавета, нужно почаще просто собираться, коммуницировать между собой. И вы сказали, какие проблемы касаются молодежи. На мой взгляд, на данный момент, в нынешнее время, очень тяжко с нашим родным языком, даже, грубо говоря. Поэтому можно даже почаще как-то проводить какие-то онлайн-занятия или просто даже очные занятия в тех же школах на неделе, сроки, часы увеличить родного языка, чтобы или того же... А спрос на это есть? У молодых людей? Я думаю, надо есть. завлечь. Завлечь надо как-то. Либо их нужно увлекать, завлекать, либо есть спрос. Это же разное. У некоторых люди делятся на определенные категории. У кого-то есть спрос, у кого-то нет. И поэтому у кого есть спрос, мы их как-то вовлекаем и берем под свое крыло. Лично я проводил уроки остинского языка и литературы, традиции, культуры Остин тоже. Поэтому для меня это тоже доставляет удовольствие на самом деле, когда ты понимаешь, что ты носитель своего родного языка и можешь ребятам какие-то знания внести в их голову. Да. Суслан, добавить хотели что-то? Нет.
Просто вы Полностью правильно согласен. сказали, что нужно завлекать. Спроса особо нет, не будем, да, сейчас иллюзии строить. Просто нужно как-то что-то придумать посовременнее. Мы сейчас думаем, у нас есть проект, Так, нацеленный давайте, на расскажите. астинский язык в более игровой форме. То есть ребята обучают астинский язык, базовые какие-то, и мы проводим такой интерактив, даем текст, и им нужно понять, о чем идет речь. И там есть группа астинская, группа русскоговорящая, так скажем. И они должны понять суть этого текста, и в игровой форме мы вот так пытаемся язык учить. где вот это вот игра Пока идет? только Она в соц- Москве. Ну, онлайн Очно. или офлайн? Очно. Очно проводится, потому что такие игры лучше проводить. Вы уже работаете? Вы закончили вуз, вы сказали, да? Или еще пока не работаете? Я поступила на магистратуру. А, пока у продолжаете меня, да, учебу. но уже дистанционно. Но все-таки вот не сложно вам, ребят, совмещать ну, вот вашу должность, как бы это работа, да, с учебой? Мне кажется, чем больше вот у меня задач, тем больше я успеваю. Поэтому, я не знаю, наоборот, до того, как я стала этим всем заниматься, мне казалось, что у меня нет времени на учебу и так далее. А сейчас, когда у меня появилось и молпредство, и танцы, и так далее, и тому подобное, такое чувство, что я могу успевать намного больше. То есть главный совет, наверное, сегодняшней нашей беседы — загружайте себя полностью. Молодежь надо загружать, чтобы Да. было больше возможности. Жить вне телефона. И проявлять это себя. очень важно. Да, жить вне телефона, пожалуйста. Обратите на это внимание. То есть главное желание, на самом деле, вот как сказала Елизавета, вот мы тоже начинали с низов, практически ничего не было, но на данный момент в Москве как занимаемся студенческой жизнью, также еще и танцуем, и представляем, и все успеваем, и учиться, и спортом заниматься. Если сильно захотеть, можно в космос полететь на самом деле. Ну тогда, Рустам и Суслан, какие вот планы и задачи на ближайший год? Есть что-то запланированное мероприятие? Ну, на самом деле, на ближайший год сначала вот сейчас в процессе поступления тоже, на самом деле, в магистратуру. В этом году я окончил МГУА, бакалавриат, и сейчас поступаем на магистратуру. Все как обычно, начинаем год с того, что знакомимся со всеми, завлекаем, и начинаются определенные мероприятия. У нас даже в моменте был проект «Баракбон», то есть вот... Он продолжается. Да, он продолжается, мы устраиваем, грубо говоря, раз в 2 месяца мы собираемся, и вот астинская тематика, и вот очень много людей, и обстановка просто вот Вас как из надо. интересных проектов тоже в этом году будем активно развивать наш проект «Ирон Бон», когда мы выезжаем в культурные центры, либо в школы и какие-то организации, учреждения, и там как раз рассказываем о своей культуре. Мы проводим молодцы, а? мастер-класс Классно. по танцам, потом мы рассказываем о том, какие у нас традиции есть, культуры, в целом о нашей архитектуре, о достопримечательностях, потом все переходит в пейзаж, обсуждение того, как у нас красиво. И Реакция какая бывает? Реакция, расскажите. Реакция, на самом деле, бывает интересна, и вплоть до того, что многие спрашивают, как приехать, и где можно остановиться, там, пожить, где можно вкусно поесть, и какие места лучше посетить. Спасибо. То есть и туризм тоже вы продвигаете, по сути. Можно так сказать, с Ну, какой-то стороны. грубо говоря, даже не продвигаем, а у них у самих возникает интерес, они спрашивают, и когда ты им рассказываешь, они вот с такими вот глазами смотрят, и они говорят, что «Осетия это что, Россия? Это что, в России?» И приходится объяснять то, что есть как бы и Северная Осетия, и Южная Осетия, и то, что здесь есть у Остин своя вера, то есть они думают, что тут все православные, но слышали, что есть мусульмане. А я им еще открываю такой вот секрет небольшой, то, что есть такая часть населения, которые исповедуют веру своих предков, то есть иронди. Язычники, да. Да. Спасибо вам большое. Настолько энергии у вас, глаза блестят, горят. Спасибо вам. Желаю большой удачи. Мне бы хотелось от вас пожелания для молодежи. Ребят, куда смотреть, я не знаю. Вот. Пожалуйста, научитесь жить вне телефона. Это правда очень-очень вам поможет в дальнейшей реализации. Загружайте себя очень большой внеучебной жизнью, да, знакомьтесь с людьми, не бойтесь общаться. Соцсети тоже хорошо, развивайте, это вам тоже поможет, но вне соцсети тоже знакомьтесь с людьми. Мир настолько интересен, и не думайте, что это вам все помешает, вам это только пойдет в пользу. Спасибо. Спасибо. Да, то, что могу сказать, тоже желаю нашей молодежи процветания, всего самого наилучшего. Развивайтесь,
стремитесь к чему-то, совершенству нет предела на самом деле, поэтому и не забывайте учить свой родной язык, свою культуру, свои традиции, знайте всегда это. И Обращайтесь к нам. да, Мы всегда обращайтесь к рядом. нам, да, и бегите за своими мечтами. Сослан. Я хочу пожелать нашей молодежи, чтобы они всегда искали возможности для развития, потому что возможностей на самом деле много. Нужно просто немножко открыть глаза и посмотреть вокруг. Пользуйтесь этими возможностями. Вы еще, наверное, сами не понимаете, насколько это хорошо для вас в будущем. Но поверьте нам, ребятам, которые уже немножко на опыте, это действительно то, что нужно именно сейчас и то, чем нужно пользоваться практически каждый Ох, момент. вдохновляете. Спасибо большое. Успехов вам, успехов. Будьте успешными. Спасибо. 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 Это все на сегодня. Хороших вам новостей и до встречи на следующей неделе.